Всем привет! Кокраш на связи. Я понял, что я набрал лишний вес, и я решил побегать. Нахожусь я на набережной города Якутска. Вот, и побегу в ту сторону. Конкретно. На мне спортивная амуниция. И я побежал. Оп, оп, оп. Бежим, бежим, бежим. Вы видите, я бегу. Я спортсмен жесткий, опасный. Оп, оп. Бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим. Вперед бежим. Жестко бежим. О, устал. Все, не могу. Выдохся. Сегодня 10 метров пробежал, завтра 20, дальше больше. Ходить же полезно. Поэтому у меня сегодня будет оздоровительная ходьба. Ну и где-то через недельку оздоровительная пробежка. Какая-то вышка стоит. Что за вышка? Проверил по компасу, радар смотрит куда-то на запад. Что за система? Частная территория. Тут можно клип снять. Типа на фоне колючей проволоки, андеграунд рэп, все дела. Это рэп андеграунд, цени мой подземный саунд. Здоровый радар. Я походу тут стою рядом с вышкой, облучаюсь. Пойду-ка я дальше. Здоровьем заниматься. Куда ведет эта дорога? Сейчас я пойду и узнаю. Пойду до Талова вообще. Приду, наверное, в какой-нибудь улус. Вообще пофиг. Оп. И открывается живописный вид. Я реально не знаю, откуда тут столько много камней. Кстати, я недавно читал одну статью в интернете, что до человечества на Земле жила цивилизация, которая превратилась в камни. Я уже где-то 15 минут стою на этих камнях, и мне не хочется никуда уходить. Прикольно здесь вообще. Все, дорога закончилась. Можно возвращаться домой. А вон там видно, что человек бежит. Нормальное место для бега такое открыл для себя. Но я попытаюсь дальше пройти. Ушел далеко-далеко от города. Спросите меня, зачем? Я отвечу: искать вдохновение. Шел по этой дороге и увидел огромное поле. Тут можно сеять пшеницу. Эй, девица, у меня есть пшеница. Я предлагаю на тебе... я хочу на тебе жениться. Я когда выезжаю на природу, я начинаю читать больные фристайлы, так что вы не обращайте внимания. Ну нифига солнце. Вон там где-то вдали виден Якутск. Такие виды, что прям кажется, как будто я принимаю участие в съемках Индиана Джонс в поисках затерянного ковчега, якутская версия. Тропа, куда ведет она, тропа? А тропа привела меня на реку. Я посмотрел по Тугису и увидел, что там за мной остров, а следом уже начинается Мегино-Кангаласский улус, поселок Бестях. Все, я слишком далеко зашел, мне пора. Сейчас только разве что бутылок собрать, плот соорудить и поплыть за реку. Но я этого делать не буду. Потом как-нибудь. Такой идешь по лесу, вроде абстрагировался от суеты городской. И тут тебе на, из щебенки стена. И еще одна дамба. Кто знал о ее существовании? Я не знал. Наткнулся на супер козырное место. Тут есть мангальчик такой. Ну и, конечно же, видок. Бам! Речка, река Лена протекает. Вообще ляпота. Обязательно следующим летом нужно сюда приехать. Сидишь, шашлычки жаришь. Холодные, охлажденные напитки употребляешь с друзьями. Бам! Занырнул в речку, искупался. Кайф получил. Вдали от городской суеты мы отдыхаем с пацанами, а не кидаем понты. Фристайл от Кокраша.
Ребята, я не знаю, кто больше псих. БРК, который забомбил здесь граффити, либо я, который увидел данное произведение. Просто это находится жестко-жестко далеко от города. Вон где-то там виднеется Якутск. Вот этот заброшенный корабль. А там через остров уже будет Нижний Бестях. Ага, еще одно козырное место. С видом на речку. Мечтаю когда-нибудь побывать на сенокосе. Можно даже рукой потрогать. О, сено. Сенозаготовка, ловка, моя головка. Не, пожалуй, я не буду читать фристайлы. Никита, это не твое. Завязывай читать фристайлы. Стиль свободного слова – это не твое. По-моему, тут можно вообще вброд перейти. Плот не понадобится. Чем дальше в лес, тем больше партизан. И чем дальше от города, тем козырнее места для жарки и шашлыка. Такое ощущение, что я уже где-то 10 часов на ногах. Уже устал, проголодался, кушать хочу. Сейчас какую-нибудь белочку или бобрика или еврашку какую-нибудь поймаю и употреблю его в пищу в сыром виде. Что-то хотел сказать, забыл. Когда я голодный, тогда я злой. Я сейчас пока что добрый, но мне кажется, я скоро начну злиться. Еврашка. Бобрик. Белочка. Вы где? Я не улыбаюсь, потому что это не модно. Я услышал шевеление птицы где-то в кустах. Надо пойти поймать. Не. Скоро в город. Зачем я так далеко зашел? Сейчас бы приехали бы за мной полицейские и сказали: молодой человек, вы слишком далеко зашли. Мы вынуждены отвезти вас обратно в город Якутск. И я вообще радовался. О, я уже вижу город, елки-палки, близко вообще. Только как туда попасть? Плот соорудить. Там люди сзади меня конкретно в палатке поселились. Пойти к ним, что ли, еды попросить. Еда, не поел, беда. Чик-чирик? Чик-чирик, чик-чирик. Я услышал воробьиный крик. Чик-чирик, чик-чирик. Чик-чирик. Вы увидели голодного кокраша и теперь знаете, какой он. Так что всегда при любой возможности кормите Никиту. Лодка какая-то. Дом как замок. И трасса, ведущая в сторону дома. Наконец-то я иду в сторону дома. Я уже нахожусь в районе 202-го микрорайона. Сейчас покушаю и все будет ровно. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите в комментариях. И я попытаюсь сделать что-нибудь похожее, что-нибудь в этом духе. Всем peace!